Здравствуйте. 100 лет назад, 7 февраля 1920 года, в Уфимской губернии, в Мензелинском уезде, в Троицкой волости началось мощное крестьянское восстание, которое, разлившись по большому региону, по ожесточенности и массовости, не уступало знаменитому Антоновскому восстанию в Тамбовской губернии. При этом по своему характеру и по составу оно оказалось сложнее Антоновского. Начавшись в Уфимской губернии, восстание перекинулось в смежные уезды Самарской и Казанской губернии. Это были территории, из которых красные вытесняли белых. То есть еще совсем недавно здесь проходил фронт, а значит и красные, и белые отбирали у крестьян и хлеб, и скот, и лошадей, и мужчин по мобилизации. Каждая из воюющих сторон загребала к себе. Губернии были разорены, но отошли к красным. Но в первых числах февраля 2020 года из Москвы в Казань в Реввоенсовет запасной армии Восточного фронта, которая отвечала за стратегические резервы, пришла телеграмма за подписью Ленина, извещавшая о катастрофической нехватке хлеба для бойцов Западного и Северного фронтов, а также для рабочих Москвы и Питера. Соответственно, после получения в Поволжских губерниях пошла большевистская продразверстка. Начали изымать хлеб подчистую. 4 февраля 2020 года в Мензелинском уезде в селе Новая Елань появился спецпродотряд. Приказали срочно сдать 5535 пудов зерна. Цифра откровенно издевательская. Крестьяне сказали, что столько в помине не отдадут, сколько есть. Командир продотряда озверел, взял заложников. Продотрядники пошли отбирать хлеб по домам. Ссыпали отобранное зерно на снег в одну кучу рожь, и пшеницу и ячмень. Крестьяне взяли вилы и топоры, освободили заложников, пошли на продотрядников, 4 убили, остальные сбежали. В соседних селах тоже взялись за вилы. Отсюда и название восстания – «Вилочное». Прибыли начальник уездной ЧК и начальник милиции, их убили. Дальше пошли захватывать села и деревни. Волнения быстро охватили соседние губернии. По ходу дела создают боевые силы со штабами и комендантами по властям, с дежурными частями в деревнях. Взяли несколько городов, в том числе уездный город Белебей. Это серьезный успех. Дальше последует наступление на Уфу. Главные лозунги восставших – «Не дадим уморить наших детей голодной смертью» и «Власть советам, но без коммунистов». Требование советов без коммунистов – это чисто эсеровский лозунг. И эсеры действительно присутствовали среди восставших и играли в восстании некоторую организующую роль. Более того, восстание имело еще и название «Черный орел», такое же, как и местный эсеровский кружок. Название это на самом деле башкирское, в оригинале звучит «Карагош-Яуы». И специфика этого восстания в том, что оно интернациональное и не зависит от конфессиональной принадлежности участников. Вместе идут татары, русские, башкиры, чуваши. И лозунги у них объединяющие. «Да здравствует вера в Бога» и «Долой выкачку хлеба». А затем к ним добавляется новый. «Да здравствует правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием». И, наконец, еще одно исключительно важное требование. «Да здравствует Российская Федеративная Республика». То есть ставится вопрос о реальном федерализме в устройстве нового государства. Дело в том, что с ноября 1917 года по соседству с Поволжскими губерниями существовала Башкирская республика, национальная автономия, проводившая независимую экономическую политику. Это тоже такой феномен гражданской войны. В Башкирской республике не было никакой продразверстки. Напротив, работали частные предприятия, шла свободная торговля. Естественно, крестьяне из ближайших российских уездов хотели перейти в эту республику и даже совершали такие переходы целыми деревнями. Причем это казалось и русских, и татар, и чувашей. Ну и башкир, само собой. Башкирская республика, между тем, сама была в крайне сложном положении. В 18 году, в начале гражданской войны, лидер башкирского национального движения, сотрудник аппарата мусульманской фракции Государственной Думы и член учредительного собрания Валидов был настроен антибольшевистски. Башкиры воевали вместе с белыми. Валидов надеялся, что Колчак, придя к власти, сохранит башкирскую автономию. Но Колчак был одержим идеей единой и неделимой России. Ничего не смыслил в федерализме, не понимал, что это путь к сохранению реального единства страны. И башкирскую автономию ликвидировал. При этом использовал башкирские войска на самых опасных участках фронта. Имея целью автономию, башкирское руководство сочло целесообразным пойти на сближение с большевистской властью. Начались переговоры. Согласились, что башкирские войска прекращают боевые действия против красных, а большевики признают Башкирскую Советскую Республику. Это было в феврале 19 года. Валидов писал о дне перехода башкирских частей на сторону большевиков. «Мы склонили головы перед врагами, положили к их стопам наши чаяния и волю, не зная, в каких целях нами воспользуются. За всю жизнь я не плакал так, как тогда». Красные башкирам не доверяли, но использовали, как и белые, в самых опасных ситуациях. Переход сильных башкирских частей на сторону советской власти ослабил позиции Колчака на юге Восточного фронта. Большевики были довольны сделкой с башкирами, автономию признали, но ужесточили контроль за Валидовым и его сторонниками. Валидова часто вызывали в Москву.
В разгар Вилочного восстания он тоже был в Москве. Когда возвращался на поезде, информация о том, что он едет, успела распространиться. На станциях происходило столпотворение. И русские, и татары в Уфимской губернии просили: присоедини нас к Башкортостану, освободи, защити, мобилизуй сыновей в армию. Валидов думал о другом. Он надеялся использовать башкирские войска для успокоения восставших, считая, что в этом случае не будет кровопролития. Но у Ленина и Троцкого, несмотря на все уверения Валидова, этот вариант не прошел. Они смертельно боялись объединения восставших с башкирскими частями. Восстание будет подавлено регулярными частями Красной Армии с привлечением иностранных добровольцев, китайцев и венгров, которые отличались крайней жестокостью и грабежами. Грабили всех подряд, включая семьи красноармейцев, расстреливали женщин и детей. На заседании ЦК РКПБ 8 апреля 2020 года с участием Сталина и Дзержинского восстание было охарактеризовано как чисто национальное выступление, организованное правительством Башкирской республики и лично Валидовым, то есть запрещалось признавать его интернациональный характер. С башкирской автономией будет покончено через месяц после подавления восстания. В истории бывают странные совпадения. 7 февраля, в тот же день, когда началось Вилочное восстание, в Иркутске на Ангаре был расстрелян верховный правитель России адмирал Колчак. Приказ поступил от Ленина. Ленинская шифровка с приказом прошла через заместителя Троцкого Склянского к председателю Реввоенсовета 5-й армии Смирнову. Ленин в шифровке уточнял, что местные власти после ликвидации Колчака должны прислать официальную телеграмму с разъяснениями, что поступили так под влиянием угрозы наступления отряда Капеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. В конце шифровки Ленин уточнял: беретесь ли сделать архинадежно? И действительно, все сделали архинадежно. Колчак достойно принял смерть, как воин. Переданный ему яд не принял. Глаза перед расстрелом отказался завязывать. Уже некоторое время перед арестом Колчак был не в курсе, что происходит на оставленных им территориях. Он не знал, что в день его расстрела совсем не похожие на него люди с вилами в руках пошли против большевиков. Теперь он умирал, и они шли на смерть.